Добрый вечер. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. Это вечерняя игра. Сегодня с нами хореограф, художественный руководитель ансамбля «Казан», народная артистка Татарстана Чулпан Закирова. Добрый вечер. Вечер добрый. Как мы уже сказали, лото у нас сегодня. Любите? Умеете? Не играл. Никогда? Вы уникальный человек. Правила рассказывать? Сориентируюсь на ходу. В общем, давайте проверим заодно легкость руки. Вот из этого мешочка нужно, давайте для начала 3 бочоночка достанем и посмотрим, у кого они есть. Можно прям целиком мешочек взять. 4 устроить. О, щедрая рука, давайте проверим. Пожалуйста. Так. 76, 4, 71 и 26. Так. Вы так с места в карьер сразу. А вот ни разу. Ну, я давно знаю, что лото не моя любимая игра. Отлично, нам сегодня не везет обеим. Так что мы на одной Зато нам волне. очень дружно не везет. Но вот даже потому, как вы сейчас доставали бочонки и смотрели вот это вот маленькое поле битвы с цифрами, видно, что человек вы такой очень прямолинейный и, наверное, местами все-таки жесткий. Как вам кажется? Вы сейчас затронули такую тему, очень старую как мир. А разве может быть руководитель мягким? Всякое, наверное, в мире бывает. Вы думаете, можно добиться результата, не заставляя вокруг остальных? И прежде всего себя? Однозначно. Требовательность к себе. Вы знаете, я всю жизнь с этим борюсь. Вы не поверите, я себя могу даже назвать ленивой. Вот не поверю. Вот тут. Знаете, амбиция вещь хорошая, она обязательно должна присутствовать, тем более у людей, которые пытаются что-то сделать, что-то крупное. Но всегда есть ощущение, что я могла бы больше. И вот, наверное, с этой точки зрения я считаю своим недостатком, своим минусом свою лень. Если бы мне позволяло мое еще больше усердия над своим характером, наверное, я вставала бы в 4 утра. Или вообще не ложились. Или вообще не ложилась. Это было бы вообще замечательно, так как в последнее время я себя ловлю на мысли, что мне жалко времени до сна. Где-то в фильме это было. Мне жалко времени на сон. А помните вот тот самый первый момент, когда вы ощутили себя в танце, когда вы поняли, что вам это нравится? Это вот то самое, чем хотелось бы заниматься? Ну, сейчас вы будете, наверное, удивляться, смеяться. В общем, у меня очень такая... где-то очень стандартная, где-то нестандартная линия жизни. Я юрист, я юрфак, помощник следователя по особо важным делам в течение полугода. Параллельно, конечно, хореография, она всегда присутствовала в моей жизни с самого детства. И вот у меня вот это деление, параллельно я работаю в театре, актриса. Представляете, что на кону? Несколько. То есть актриса, которая танцует и при этом помогает следователю. Представляете, какой винегрет. И вот я, естественно, идет процесс учебы, я раздваиваюсь, расстраиваюсь и начинаю понимать, когда вот это, то есть проходит период, когда ты начинаешь понимать, где твое, где не твое. От этого очень много размышлений. И к концу 5-го курса, когда я уже когда я уже постоянно нахожусь в прокуратуре, очень умные вокруг люди подсказывают, что, наверное, девочка, это не твое, беги отсюда, куда глаза глядят и подобное. И у меня начинается, конечно, вот такое вот некое такое размышление, депрессионное состояние, что я вроде бы хочу куда-то в другое место, здесь меня держит обязательный статус и так далее. Находится очень умный человек, который говорит, ты себе ответь сначала, вот честно, смотря в зеркало. Ну, конечно, и он говорит, что ты хочешь? Я помню, так это все слезливо. Я хочу танцевать. Ну, наверное, этим было много предопределено. Дальше был сразу резко смена жизни, естественно. ГИТИС. Я тут же ухожу с прокуратуры, отправляюсь в ГИТИС, Москва, все это переворачивает просто с ног на голову. И тем более, что параллельно создается этот коллектив, который изначально был вот моей мечтой, моим желанием, который я все время продвигала, даже и, может быть, и не планируя нынешне руководить этим коллективом, думала, просто потанцую. Все это параллельно как-то двигается, много всего происходит, и вот истина в том, что все, что
случается все правильно. А вот поначалу в ГИТИСе было ощущение, что ура, я делаю то, о чем мечтала, или Нет, куда я залезла? Кошмар, это был кошмар, это был где ГИТИС, а где я. Мне казалось, что это ужасно страшно. Я недавно очень сильно обрадовалась одному открытию в своей жизни. Мне очень сильно везет на хороших людей. И они встречаются мне повсюду. Ну, вы знаете, обычно говорят, что хорошим людям везет на хороших людей. Правда? Да. Видимо, я не слышала. Я, наверное, я приняла это как счастливый дар. Говорю же, недавно для себя это открыла. Что-то было очередное, не сложилось, я опять расстроилась, было какое-то разочарование. Я сидела, думаю, ну, Чулпан, ну в чем же тебе должно в жизни, в чем-то повести? И вдруг меня прямо осенило. Я начала анализировать, какие люди, кто был вообще рядом. Это люди искренние, это люди преданные, в первую очередь, не продажные нисколько, не двуличные. И меня аж прямо вот сейчас даже муражит от этого состояния. Я неимоверно счастлива этим. Ну, семья у вас театральная, мама актриса Камаловского, сами в Камаловском играли. И не было такого, что, а может, ну зачем юрфак, зачем ГИТИС, зачем танцы? Оставайся с нами, будешь нашим королем. Да, там было здорово. Я сейчас абсолютно уверена, что жизнь прекрасно расставила все на свои места. Я бы не выдержала долгое время там. Я люблю создавать. Для меня нужно постоянно что-то объемное, новое. Я поиграла, я наигралась. 9 лет, я думаю, достаточно, чтобы сделать выводы. У меня все-таки с 14 лет, с 13 началась, так сказать, театральная, драматическая карьера. Да. И все правильно, меня правильно несет по жизни. А может быть, театральная режиссура бы тогда тоже привлекла? А у меня режиссура в хореографии. А именно театральная? Я сейчас, на данный момент, и вообще, скажем, никогда, наверное, об этом не задумывалась. Не до того. Некогда. Тут дети, тут танцы, тут семья, тут Москва, тут все вместе. Когда? Ну, кстати, говорят, вот есть такая байка, что ансамбль «Казан» вообще никогда не отдыхает. Ни отпуска, ни выходных. Вы пашете всегда. Это правда? Ну, почему же? Есть воскресенье, есть выспаться до 10 утра. Вы думаете, этого недостаточно? Ну, бытует такое мнение, что один из самых действительно, даже не трудолюбивых, а трудоголических ансамблей. Да, я себе слышала такое, в частности, с уст сотрудников. Ты когда-нибудь угомонишься? Я говорю, а что, вам жить неинтересно? Нет, лучше так, лучше так. Я говорю, нет проблем, давайте остановимся, ничего делать не будем, никаких новых постановок, никаких поездок, вас устраивает? Нет, вот, лучше давайте. То есть уже и сами угомоняться не сильно хотят? Нет, конечно, знаете, это же завораживает. Мы сейчас тоже на пару минуточек угомонимся, реклама на ТНВ, скоро мы вернемся к вам. Снова мы с вами, вечерняя игра, Чулпан Закирова с нами сегодня. И как мы до рекламы выяснили, совсем законченный трудоголик. И ансамбль такой же. А вот, кстати, про ансамбль. А как подбиралась? Это же, наверное, все-таки должна быть не только коллектив, это должна быть команда прежде всего. Вы же времени вместе проводите... Однозначно, только, никак иначе. Это только команда фанатиков. В нашем труду, в нашей стезе, вы знаете, опять же, сейчас с опытом анализируешь, у нас очень тяжело удержаться в коллективе. Даже не в силу характера, а в силу нагрузки. Не каждый выдерживает. Я не говорю сейчас о каком-то там прессинге, я говорю об элементарной физической нагрузке, об умении эмоционально выдерживать этот творческий пресс, об постоянной смене быть очень мобильным, как вот сейчас в данном жизнь течет очень
невероятно быстро. И мы, как некая лакмусовая бумажка, которая все-все отражает, все, что происходит в обществе. Тем более эмоции оголены, нервы оголены, все очень прямо вот на состоянии. Я же всегда говорю, я всегда буду утверждать о том, что у нас нет ни мужчин, ни женщин, у нас есть танцоры. Пашут все одинаково. И мы, иногда я даже, конечно, смеюсь над ним, вы перестаете реагировать друг на друга, как на мужчину и женщину. Дайте, пожалуйста, мне уже настоящие эмоции человеческие. Но настолько все близко. А вот близко, а дружить в коллективе люди умудряются друг с другом? Конечно, конечно. Обычный человеческий фактор никогда никто не отменял. Прекрасно дружит. Более того, я это отношу к большим плюсам. У нас очень много пар, около 12 пар. Такой у вас семейный ансамбль практически. Причем в абсолютно нормальном смысле этого слова. А встретились они и познакомились? Ну, некоторые из них уже ушли, некоторые, я не знаю, в силу жизненных обстоятельств, некоторые на пенсию ушли, но в целом вот я насчитала. Парами по-разному, они стали по-разному, тоже тоже по-разному. В некоторые случаи пришли уже парами. Я точно знаю, 3 пары у нас такие, которые были пришедшие, готовы, и остальные создавались в коллективе. Здорово. Я считаю, это очень хорошим показателем атмосферы. Скоро у вас уже подрастет, похоже, новая смена, продолжит династия. У нас садика очень много на репетициях, когда девать некуда просто детей оставить. Так, уголок отгородили, детский уголок. Вот это там в коридоре все визжат. А у вас получается дружить с вашим ансамблем или все-таки приходится держать дистанцию, потому что начальник должен быть начальником? Мне каждый раз об этом напоминают. Я сама пытаюсь об этом помнить. Но, опять же, возвращаясь к тому, что настолько все близко, оголено, не всегда получается. Тем более, что первое поколение, которое вот только-только выросло, сформировалось, и вот в эти года вот начинает уходить на пенсию, это поколение моих ровесников, с которыми мы вместе поднимались, вместе танцевали. И, конечно же, у меня есть среди них друзья, подруги, это неизбежно. Мы уже стали частью некой семьи, по-другому не скажешь. И мы настолько уже проникновенно знаем друг друга, что как ни старайся, в моменты некого такого мелкого уже психоза, ты в конце концов знаешь, с кем разговариваешь, потом это все опять в улыбку, и в общем все в кутерьме. Вот много мы сейчас говорили про ваш ансамбль, и хочется уже увидеть результат ваших трудов. Недавняя ваша премьера, очень громкая премьера, и сейчас как раз можем все это посмотреть, увидеть. «Казанские сокровища» – это танцевальная постановка, фантазия на тему истории татарского народа, начиная с первых поселений на берегу Камы, заканчивая нашими днями. Творческий коллектив ансамбля «Казан» работал над постановкой совместно с московским режиссером Валерием Архиповым. И это не первый их совместный проект. Валерий Валерьевич отмечает, невероятная работоспособность коллектива позволяет достигать самых высоких результатов. Когда люди работают, и работают с большой отдачей и с большим терпением, потому что это не так просто было, все заново делали, все выстраивали, конечно, то есть это только, можно поблагодарить судьбу, что в такой коллектив попал, где люди работают и хотят работать, и где руководство хочет работать. Бывает, попадаешь в коллектив, что-то хотят, а сами не знают чего. В данной ситуации Чулпан абсолютно четко знает, что она хочет. И это приятно, и это понимаешь, что ты попал в коллектив профессионалов. А работать с профессионалами никогда не трудно. Национальные обряды и легенды – все это нашло отражение в танце. Яркие красивые костюмы, реквизит не могли оставить зрителей равнодушными.
с таким удовольствием, наслаждением с самого первого начала, с первых даже танцев. Очень нам все понравилось. Все очень понравилось. И постановка, и хореография, и костюмы, и вообще вот это содержание вот такое. Очень интересно. Все последовательно, все понятно. Мы очень любим, значит, наш ансамбль «Казань», поэтому с большим удовольствием смотрели, ждали. Вот, пришли на первый же день. Замечательно. Замечательно. Шикарно. Музыка, цвета, костюмы, танцы, все прям очень нравится. Очень впечатляет. Да, наш татарский танц все-таки супер. На протяжении всего шоу неизменными остаются образы летящей стрелы и растущего стебелька, как символов жизнелюбия и постоянного стремления вперед. Так и ансамбль танца «Казан» не стоит на месте, радуя своим творчеством зрителей. Понятно, что в рамках сюжета невозможно показать всю масштабность и всю красоту. Сколько участвует людей в этой постановке? Около 50. Много. Как сказал недавно один журналист, звонил мне по итогам спектакля. Вот здесь вы в пресс-релизе заявили 50 артистов. Это точно? Я так удивилась. Нет, плюс-минус 10 Я человек. думаю, как-то мы информацию правдивую. Но такое впечатление, что было 150. Я говорю, вы серьезно? Ну, говорит, такая плотность картин, такая масштабность. Но это же комплимент. Конечно. От такого журналиста это точно комплимент. Ну, вы мало того, что поставили это шоу, мало того, что в нем участвовали, вы же еще и один из основных авторов идеи вообще всего этого. Непростая эта задача стояла. Замахнулись-то на серьезную тему, на очень масштабный проект, и получилось. Вы помните тот момент, когда вот она идея пришла, и захотелось это воплотить? Я же в этом во всем выросла. Я этим всем пропитана. С самых корней. Это все постоянно присутствует, варится внутри, в голове. И в течение многих лет с размерно разным фактором оно так или иначе формируется. Я очень долго вынашиваю, признаюсь, очень долго вынашиваю идеи. Сильно сомневаюсь всегда. Всегда сомневаюсь, всегда всех, как сейчас говорят, достаю, наверное. А чем достаете? Достаю бесконечными вопросами, а правильно ли, а так ли, вот это вот некий прямо вот синдром отличника, он мешает. Иногда надо как-то действовать быстрее, но иногда, если меня начинает нести, я как локомотив вот на рельсах, я всегда говорю, не трогайте меня, иначе снесет, вот, и не мешайте мне. Но тогда я, конечно, на всех парах мчу, все вокруг вот, начинают просто всех будоражить, всех поднимаю, рву от земли, что называется, и в течение, и как это вот казанда, койны, это как начинает все кипеть одним состоянием, и все этим заражаются, вот, понимаешь. Очень считаю, нужно заразить людей чем-то. Идеи, мысли очень нужно заразить. Они сами начинают глаза гореть, и вот под впечатлением этим многое создается. Это важно. Танцоров обязательно надо заряжать. Энергетически они устают. У них дома проблемы семейные, неважно, жизненные. А представляете, это на сцену нельзя выносить. Это надо в себе давить, взращивать эмоциональное состояние. И как их зарядить некой энергетикой? И тем, что наш коллектив отличается энергетическим состоянием, это я этим очень сильно горжусь, и я это всегда превалирую и позиционирую в артистах. Для меня ценен не тот, у которого шаг 180 и шикарный подъем и рост. Для меня важен энергетический артист в душе, внутри, артист внутри обязательно. А к кому за советом обращаетесь? Вот сказали, что доставали окружающих, видимо, близким больше доставалось. Это всегда родители. Люди в творческой сфере очень долгие, очень анализирующие. Так или иначе, первая критика через них обязательно, однозначно. Потом я всегда считаю, что мозговой штурм – это прекрасная вещь. Прекрасная.
одна голова хорошо, много всегда лучше. Но главное отфильтровывать, да, все вовремя. И когда много-много думают, и знаешь, они так очень хитро съезжают, ну, решение, конечно, за тобой. И вот это вот проанализировать, не попасть в просак, правильную дорогу найти, вот это вот было, наверное, в течение всей жизни для меня такой очень ответственный момент, потому что, понимаешь, увести не туда целый коллектив, целое состояние жизни. Это вот такое чувство ответственности. Ужасно. Это же жизнь людей, это же их судьба. И сейчас, когда я оборачиваюсь, вот я, наверное, самое сейчас счастливое время проживаю. У человека вот этот возраст, это самый счастливый. Есть достигнутое, впереди еще много, что можно успеть. Анализ вокруг состояния, и когда он удовлетворяет не только тебя одного, а многих, что может быть лучше? А вообще критика вот в такой творческой профессии, она помогает вот или все-таки она отбрасывает назад и хочется сказать, не, я вообще ничего делать не буду. Очень помогает, очень. Я очень много читаю психологической литературы, мне это безумно нравится, я общаюсь с психологами. Наверное, это была бы еще моя дополнительная деятельность, потому что мне это безумно нравится. И так четко прочитывается в критике то, что хотят сказать люди. Это так помогает безумно. Сразу видны анализы и отношения. Это здорово. А как? Критика – это двигатель, как говорит торговля и процесса. Я очень люблю, когда вокруг конкуренты что-то создают. Меня это невероятно будоражит. Конечно, первая реакция да, кто-то пытается лучше. Но я очень сильно от этого вздрагиваю, вскакиваю, меня начинает это просто нести. Это здорово. Мне лично очень сильно помогает. А что больнее переносится? Когда вот говорят, да коллектив Казан вообще да ужас не конечно, могут. Больно. Или когда лично конечно. Вам какие-то претензии? Нет, конечно, твой продукт, твое дитя, это же как ребенок. Конечно, в сторону Казани, в сторону ансамбля я готова разодрать любого. Ты приди сначала, ты сначала пройди, проживи нашу жизнь, а потом будешь критиковать. Выйди, станцуй. Абсолютно. Однозначно. А сами легко критикуете или стараетесь вначале вот по-шорстке, а потом уже вот, ну, все хорошо, но да. И дальше список. Давайте разберемся, кого. В частности, артистов, с которыми я работаю, да. Это не критика, это стиль работы, это рабочий процесс. То есть кнут сплошной, бесконечный. Спасибо, скажите, что я стульями не швыряюсь. Если так посмотреть на ситуацию, у нас это все быстро. Нет, самое главное человека не унизить, не задеть. А то, что вырывается в процессе, это же кухня. Это кухня, нормальная кухня хореографии. И тот, кто с этим сталкивается, меня любой поймет. Без этого невозможно. Представляете, родились 50 абсолютно разных физиологически, эмоционально от разных родителей людей. И вдруг их всех надо причесать к одному гребню, чтобы они понимали тебя одинаково, чтобы они слышали музыку одинаково. Это очень сложно. И вот когда меня спрашивают, вы так прекрасно танцуете, зачем вам каждый день репетиции? Вот для того, чтобы прекрасно танцевать. Ребят, это только поймет идущий. А какая вы в гневе? Вот когда вот все, вот край, вот уже вот искры летят. Да, страшно, лучше не попадаться, конечно. Вот поэтому в теории хотим узнать, чтобы не попадаться, но знать. Вы знаете, я так радуюсь, когда мне говорят, тебе перешла от отца твоя доброта. И вот представляете, как мне тяжело, когда во мне граничит вот это доброе к человеку. Я абсолютно без вот всяких камней за пазухой, я к любому, к своему артисту, какие бы у нас ни были притирки, я считаю это все рабочим моментом. И при этом приходится его встряхивать, чтобы он сделал то, что тебе нужно, то, что ты требуешь. Я, конечно же, снесу его во все стороны, разнесу, но потом я буду его долго обнимать, может, и плакать где-то. Мне все ругают, мои же сотрудники, что я мало хвалю. Я не знаю, как это все. Ну, есть такая фраза: если мне не стыдно, то это лучшая похвала. Не про вас? На что я отвечаю: я не понимаю, меня никто не хвалит.
А зачем? Я же просто делаю то, что я хочу. Ну, конечно, наверное, доброе слово собаке приятно. Надо научиться. Надо научиться говорить людям, пока не поздно. Знаете, у нас есть небольшой для вас сюрприз, я думаю, для наших зрителей тоже. Это одна достаточно редкая запись, которую мы бы хотели вам сейчас показать. Да ладно. Внимание. Вы знаете, вот сейчас, пока я смотрела это выступление, мне показалось, что вы даже не столько танцуете, вы живете, играете. Видимо, вот актерское прошлое, оно помогает? Оно мне очень сильно и всю жизнь помогает. Наверное, это некий отпечаток даже формирования творчества нашего коллектива. Я очень позиционирую, превалирую этот момент. Очень люблю содержательные танцы с историей, со смыслом. И всегда ребят в первую очередь тяну на актерскую выразительность, на игровые моменты. Мне это очень нравится. Я их заставляю и петь, и говорить, и кувыркаться. Все, что в драмтеатре используется, это оживляет. Я вот возвращаюсь к слову об энергетике, об некой актерской составляющей. Это все очень оживляет. Появляются живые эмоции. Уходит вот это вот некое физкультурное, сухое исполнение движений и начинает проявляться нутро человека. Да, когда чувствуешь, что у человека сейчас в голове раз, два, три, раз, два, и три, самое главное, самое главное, появляются глаза. Глаза. Артист — это глаза. Я всегда это буду утверждать. И актер начинает, когда жить у него в глазах настоящее проявляется, это очень ценно. А какие качества в людях не выносите? Вот человека какого никогда не будет рядом с вами и в личной жизни, и в рабочей жизни? Ленивого. Ленивого. Это точно. Ну и, наверное, неискреннего. Вам, мне кажется, частенько приходится быть жесткой. Вам это легко дается или это тяжело? Конечно, нет. Я все время хочу сказать, я же не такая. Конечно, нет. Наоборот, это очень тяжело. Я не хочу быть суровой. Но как
Но положение обязывает. Как иногда вытребовать из них это сделать? А есть какие-то гастроли, которые запомнились? Вот понятно, что вы очень много ездите, но какие-то, которые вот настолько запали, что к ним периодически возвращаешься, вспоминаешь. Да, конечно, мы часто говорим о том, что, наверное, за весь период у нас это теплота в организационном плане и теплота зрителя однозначно. Хотя не так, зритель везде очень теплый, потому что, наверное, не знаю, это будет звучать слишком самоуверенно, но наша программа всегда проникает. Ну, мы ни разу не сталкивались еще с тем, чтобы не было ярких аплодисментов. Чтобы зрители посидели, посмотрели посидел и ушли. Вообще перестал хлопать. Мы как-то до них можем достучаться. Но вот теплота организационная и какая-то вот гостеприимство какое-то. Как, знаешь, как говорят про артистов, его вкусно накорми, хорошо спать уложи, и он тебе душу разорвет на сцене. И вот с этой точки зрения это были невероятные гастроли, запомнились именно 2 поездки. Это Ташкент, Узбекистан и Австралия. Интересный какой разброс. Так, Узбекистан, примерно предполагаю, это действительно такая очень хлебосольная нация. А Австралия? Там люди другие. И мы столкнулись с другим менталитетом. Им было очень интересно до нас, а нам до них. И на этой грани мы очень много попитали. Мы сейчас тоже попитаем рекламу ТТНВ. Снова вечерняя игра с вами. Чулпан Закирова сегодня с нами. И продолжим. Чулпан, какая музыка у вас обычно в машине играет? Вот под какую музыку приятно куда-то мчать вдаль? Никакой. Я не слушаю вообще магнитофон в машине. То есть музыки хватает в жизни? Более чем. Я всегда прошу выключить. Вообще нет ни дисков, ни настроена ни одна волна. То есть не слушаете музыку вне работы вообще? Да нет, слушаю, наверное, но очень редко. И только любимые композиции, которые проникают. А это какие? Это то, на чем я выросла. Это Демис Руссос, это Элвис, это Джексон. Ну, такая уже нынешняя классика. Это атмосфера моего детства. Очень креативное у вас детство было. А помните свое детство? Вы ведь были театральным ребенком. Да, это конечно. вот за сценой, за кулисами всегда. Классика жанра. Абсолютно. Спать на стульях, засыпать в автобусе, уроки где-то там на краешке стула. Это абсолютная классика моего детства. Телевидение, гастроли. Закулисье, бесконечно закулисье, потому что отец был в командировках всегда, и, естественно, я оставалась на плечи матери. А так как мама была очень занятой актрисой, ни одного вечера у нас не было дома, ни одного. Я просто даже не понимала, как бывает по-другому. Я очень себя хорошо помню, как жутко злилась на родителей. Наверное, это был класс уже 8-й, 9-й. Тогда к утру к 8 ходили на учебу. А так как семья театральная, творческая, мы, конечно, ложились не раньше часа ночи, наверное, да? И вот я с утра всегда прекрасно понимала, ну почему меня не укладывают? Я не могла продрать глаза, просто протереть пол-8 утра. Школа была через дорогу, не через дорогу, прямо во дворе дома. И я все время выбегала из подъезда, звенел звонок. Пока он звенел, я перебегала это поле, влетала в класс под последний дзынь. Мне все время учительница говорила: я понимаю, спектакль, у тебя других объяснений нет. Ну что поделаешь, ладно, прощалась, потому что я, естественно, танцевала на всех конкурсах, отстаивала честь школы, тем более, что последние пару лет я уже приходила в основном только на контрольные, потому что уже начался плотный график театра Камала, были репетиции дневные, ну и, в общем, такое некое свободное посещение. А своим детям хотели бы такое детство? Я хочу своим детям, чтобы они занимались делом по душе. Это самое важное. То есть вы не настаиваете, но направляете? Направлять обязательно. Это единственное, что может сделать родитель. Дать возможность посмотреть, выбрать, направить. Но я буду также счастлива, если она будет прекрасным, не знаю, мастером, стилистом,
пусть кондитером, не знаю, ну, профи своего дела. Профессионалом. И самое главное, чтобы она это делала с душой, с огнем в глазах. А к танцам интереса пока нет? Старшая говорит: ненавижу твои танцы. Почему? Она гимнастка, данных там Бог не пожалел. Данные и от папы, и от мамы, но очень сильно пожалел желание. А Желание чем она трудиться. увлекается? Увлекается она педант, ничем пока таким основным не увлекается. Нет, хотя, нет, вы правы, увлечение пока бассейн. Она безумно любит плавать, прыгать, кувыркаться, но вот не настойчиво и недолго. Так, эмоционально. Она эмоциональная такая же, как я, вся взбалмошная, полный, в общем, набор с крайности в крайность. Но она такая вот настолько педант, у нее все вот один к одному, не дай бог, у нее вот все по краешку не стоит. Она будет полчаса это вымерять. Она этим всех, конечно, замучает. Но увлечений пока таковых нет. У нее хорошие успехи в гимнастике. Пока ищем, конечно. Ну что там, 1 класс, о чем можно говорить? Еще все впереди, еще столько будет. Зато младший бандит, такой в хорошем смысле, такая, я ее называю борцовка. Ну, у нас папа борец, и она такая мини-копия. Вот ей молодец, и вот таким характером по жизни надо быть. То есть она ей такая... не дадут здесь, она пойдет там урвет свое, то, что надо. А кто из вас строгий родитель, а кто такой добрый и покладистый? Я, конечно. Муж очень сильно просит, он говорит, я девочек же тронуть не могу. Все-таки девочки, но авторитет должен быть. Мама всегда мне объясняет этот момент. Кызым, как бы ты ни была, как бы ты ни любила, маму они будут любить всегда. Поэтому пусть будет лучше с твоей стороны строгость, потому что детей надо всегда... Детей в любом случае надо держать до определенного момента, обязательно. И пусть они боятся твоего взгляда. Ну вот я иногда так пытаюсь глазки настроить. А бабушка у вас тоже жесткая или все-таки, как большинство бабушек, такая покладистая, все разрешает? Бабушка у нас максимальный авторитет, нет. Рядом с ней все должно быть все четко по грани. Ну и я свое воспитание также помню, за что спасибо маме, за что мы безумно ей благодарны. Конечно же. Представляете свою жизнь вне сцены? Какая-то профессия? Допустим, если бы вы пошли по стезе юриспруденции. Вот нет сцены в вашей жизни. Но я же попробовала. И не пошли по этой дороге. Скажем так, я везде нашла бы чем заняться. Я человек увлекающийся, увлекающий за собой, и бурлящий, кипящий, и постоянно создающий, наверное. А вы дома пританцовываете, когда какие домашние дела делаете? Там тынц. Я никогда об этом не задумывалась. Нет, наверное, нет. Я же не включаю музыку дома. Так может, она уже настолько в вас проникла, что всегда в голове играет? Когда ты ставишь новые композиции, наверное. Нет, я об этом вообще не задумывалась. А какой ваш идеальный день? Вот какое утро у этого дня? Продолжение? Чем он закончится? Это неожиданный вопрос, потому что в некоторых вещах я даже не задумываюсь. Идеальный день. Ни минуты покоя. То есть вот с самого утра открыла глаза и все, и вперед. Да. А неужели покоя не хочется? Ну, конечно, хочется. Конечно, хочется. Скажем так, я люблю бурно поработать. И бурно отдохнуть. Сейчас телезрители на этот момент поймут слово бурность. Нет, просто я так называю... Я киношница. Очень. До глубины души я... Очень люблю фильмы, очень мучаюсь от того, что нет возможности просто вот поваляться, их посмотреть от души. Очень люблю кинотеатр с большим экраном, когда он просто вот... С таким звуком, на что тебя просто давит. И я начинаю жить жизнью героев, как любой творческий человек, увлекающийся, меня туда заносит. Я несколько дней этим впечатлением, этими героями. Мне это все нравится безумно.
А вот фильмы — это моя страсть. Так, понятно, что спрашивать про любимый фильм человека, увлекающегося у меня нет кино, любимого фильма. нет смысла. Жанр, направление. Какой-то экшен, Наверное, здесь я фантастика. банально. Наверное, это все-таки мелодрамы с каким-то вот экшеном. Ну, типа немножко, не знаю, с расследованием. И погрустить, и подумать. Никогда, однозначно, да. Историческими, конечно, моментами. Как бы ни было, мне всегда привлекательна сфера юриспруденции. Скажем так, здесь я, наверное, делаю отмашку на то, что человека всегда привлекает аномальность. Я здесь Америку не открою. И это объясняется тем, что в юриспруденции у меня было уголовное право, что многих девочек туда тянет. Это нормально. Я считаю, это нормально. Не может быть человека идеального, тогда он не живет. Тогда нет эмоций. Говорят, мы не ссорились 3 года, мы никогда не ссоримся в жизни. Это ерунда, неправильно это. Настоящие эмоции, они должны выходить. А есть какой-то, понятно, что сценических персонажей у вас много было, есть какой-то киношный персонаж, которого вот хотелось бы сыграть? Что-то содержащее внутри. То есть такой персонаж с начинкой. Да. А злодей или все-таки какой-то добряк? Глубокий. Без разницы кто. Да. Мыслящий, глубокий. А вы счастливый человек? Конечно. Здоровые дети, разве может быть что-то прекраснее? Спасибо вам большое за эту встречу. Мы теперь вдвойне будем болеть за ансамбль «Казан». Будем оставаться неравнодушными, такими же, как и вы. Спасибо вам большое за этот вечер. Спасибо. С нами была Чулпан Закирова сегодня. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Пока-пока.